оборону! Да не как грибник. Я говорю, вот. 100% все вернемся. Говорят, это место не найти на картах Google Maps, но место вполне реальное. Это полигон Карахак. Мы здесь для того, чтобы показать вам, как наши ребята проходят мобилизацию и готовятся к участию в СВО. Правда, мы пока еще не знаем, пустят нас или нет, но мы обязательно попробуем это сделать. Мы к Сергею, замполит Сергей, то есть, он должен был предупредить. В общем, все формальности улажены и нас пропускают. Дим, пойдем. Направление ствола. Ствол должен... если колонна, то должна быть елочка. Все, теперь снимаем растяжку, отцепляем карабин. Подход к растяжке проверяй и иди к самой мине. Да не как грибник. Я говорю, вот. Так удобно? Так удобно. Вот так удобнее. Вот. Что это? Я взял, нашел. Многие люди в своих блогах писали, что они добровольно пойдут защищать наши границы. Один из них – председатель ПГТК «Ахем» Сергей Лаптев. Но были такие люди, недоброжелатели, которые не верили в то, что он действительно добровольно идет туда. И вот посмотрите, он сегодня здесь вместе с нами. Всем привет! Сегодня непростая ситуация у нас в стране, да, и когда уничтожают наших граждан, мне кажется, самый адекватный, нормальный мужчина должен сделать свой выбор и вступить в ряды российской армии и выполнить свой мужской долг. Знаете, вопреки всем этим интернет-сплетням и так далее, глядя здесь, как ребята тренируются, как занимаются ими командиры, охота отметить, что боевой дух есть. То есть очень многие ребята понимают, куда они идут, зачем идут и за что они идут. Это, на мой взгляд, сегодня самое важное, потому что понимаете, да, в интернет-пространстве очень много всяких сплетен о готовности или неготовности бойцов. То есть вы сегодня могли убедиться, что идут полномасштабные учения, то есть это не разговоры там какие-то, там, что некоторые пишут, нам там ничего не дали или дали палки. Нет, дадут все полностью, будут стрелять из всех видов оружия, и каждый будет готов заменить там и повара, и радиста, и снайпера, и так далее. Поэтому 55-я бригада отнеслась к этому более чем серьезно и готова выполнить поставленную задачу главнокомандующим Российской Федерации. Ребятам раздают сейчас специальные бумаги, на которых они могут написать, какая конкретно помощь нужна их семьям. Если не уголь и не бараны, то что можно, чем можно помочь? Финансами только. Финансы нам не нужны, нам нужны квадрокоптеры, тепловизоры. Это, соответственно, чтобы купить, чтобы какое-то оборудование купить более современное, которое они пользуются. Кому-то единовременную я по этому помощь. поводу скажу так. В 1941 году все уезжали, вся страна. Какие проблемы сейчас случились? Народ просто привык жить в комфортных условиях и не хотят ничего менять. Это полевая солдатская кухня. В печи уже горит огонь, и говорят, что сегодня на обед будет рыба и рис с мясом. Посмотрите, какое мясо здесь. Сейчас будем закидывать его в печь. Мне доверили ответственную миссию вот этим вот черпаком помешать вот это варево. Давайте это сделаем. Я на самом деле не знаю, что там варится. Давайте посмотрим. Это макарошки. Ну что ж, давайте добавим туда много-много любви. Дело сделано. Принимаем круговую оборону. Закрываешь тыл, я. И все постоянно переглядываются друг с другом. Рядом стоящие соседи. Все ясно. Рядом стоящие соседи. Должны что? Ну а здесь у нас, как вы видите, нету ни галстуков, ни рубашек, ни чинов каких-то. Здесь мы все простые мужики собрались. И надо нам настраиваться на
выполнения боевых задач. Семья сказала, что где-то далеко под Коркой мы прекрасно понимали, что ты сделаешь такой выбор. Потому что когда был чеченский конфликт, мы не остались позади, и теперь мы не останемся. И если дальше нужно будет, мы всегда встанем и плечо поддержки свое предоставим государству. 100% все вернемся. Много чему я научился, чего я не знал на гражданке. Даже прохождение моей срочной службы мне не столько дали, сколько мне здесь дали. Хотя, не опыта, но предположение, что может меня ожидать, какие мои действия. Совсем я, так скажем, пересмотрел много чего, то бишь советы боевые товарищи мне давали. Не только товарищи, да, а спецвойска приезжают сюда, нас доводят, которые участвовали на спецоперациях на Украине. Делятся опытом. Да, делятся опытом прям хорошо, плотно занимаются нами. Чего ты сам ожидаешь от своей поездки? Скоро, я думаю, через пару недель вы отправитесь отсюда после учебки. Победить. И чтобы это быстрее все закончилось, и чтобы не было никогда больше этого. Все мы разные люди, у нас и тут и нации разные. И я вот что заметил, все мы люди. И у всех есть семьи, дети, родители, близкие, родные. Чтобы они возвращались все здоровые и живые к своим семьям и родным и близким. Очень горько смотреть, когда звонят на громкой связи, допустим, ребенок и разговаривает с отцом. Это очень тяжело. Но думаю, Россия за нами. Я желаю тебе удачи, ты вернешься. Давай кулачок. Спасибо. Всего хорошего. Мы придем. Спасибо. Всего хорошего. Мы придем.